Ну, знаете, в 30 лет мужчина уже может нести ответственность за себя, за своих родных и близких. Как вы знаете, как мы все знаем, партия Атамекен почти с 30-летней своей историей всегда защищает справедливость. И я, моя семья, мои родные и близкие всегда поддерживали эту партию. Поэтому я как в этот раз, второй раз уже иду вместе с этой партией и верю в справедливость этой партии. Верю, что эти люди, которые окружают нас в этой партии, приведут нашу страну в светлое будущее. Ну, в первую очередь, я бы хотел сказать, что в настоящее время выборы будут уникальными, и они будут необычными. И необходимо сделать правильный выбор. В настоящее время в нашей стране существует проблема цен. И как бы это банально не звучало, наверное, если бы я стал депутатом, в первую очередь я бы предложил бы просто отменить налоги на социально значимые товары на какой-то период времени и на бензин и ГСМ в целом. Вы знаете, что сейчас ГСМ, стоимость ГСМ в этом году за эти 1,5 года поднялась почти на 50%. Стоимость налогов на 1 литр бензина в среднем составляет 15 сом. Если мы на какое-то время сможем отменить временно эти налоги, тогда бы народ смог бы почувствовать эти послабления. Не нужно было бы зарабатывать эти налоги и потом опять выдавать в качестве пенсии пособием этим людям. Люди, которые нуждаются в этом. Поэтому в первую очередь, что мы бы сейчас сделали, когда стали депутатами, мы предложили бы правительству отменить налоги на социально значимые товары и ГСМ, для того, чтобы стабилизировать цены. Это то, что бы мы в первую очередь сейчас предложили. Ну, вы знаете, конечно, хочется жить в прекрасной, красивой стране, где везде порядок, где врачи получают достойную зарплату, где дети ночью могут ходить на улице вечером, не опасаясь никого, где преступность низкая. Но надо быть реалистами, конечно, свет в конце тоннеля должен быть. Поэтому для этого должна гореть лампочка. Мы все должны усердно работать.